Это телеканал Якутия-24. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Смотрите сегодня. Президент Алроса в Якутии Сергей Иванов посетил Ленский район. Цель и итоги рабочего визита. Развитие вокруг праздника. В Алдане готовится к Исеху Аланхо. Преображается не только место празднования, но и сам райцентр. Полвека на страже рек. Исполнилось 50 лет со дня создания системы госуправления водными ресурсами Якутии. Сюжет о становлении, развитии и достижениях управления. Педагогика будущего для учителей и преподов Якутии проводят тренинги специалисты из Сколково и Сингапура. На какие темы ведут обучение? В добрый путь на защиту Родины в Нерюнгри проводили в армию призывников. Самая трогательная часть – прощание будущих солдат с родными. В одном ряду с великими хангаласец Егор Филиппов стал трехкратным чемпионом знаменитых игр Дыгына. Герои и яркие моменты состязаний. Около 30 заявок за неделю поступило на рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока. Так, 11 потенциальных инвесторов территорий опережающего развития планируют заняться строительством промышленных предприятий, складских тепличных комплексов. К примеру, потенциальный резидент Тор Кангаласы, компания «Салац» планирует создать в республике современный объект для сортировки, первичной обработки, фасовки и хранения сельхозпродукции. В общей сложности сегодня на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока находятся 73 заявки на заключение соглашений. Объем инвестпортфеля составляет около 370 миллиардов рублей. По оценкам, реализация этих проектов позволит создать до 8400 новых рабочих мест. Глава компании «Алроса» Сергей Иванов посетил Ленский район. Одна из главных целей его визита – вопрос реорганизации алросовского предприятия «Алмаздортранс» в Ленске. По порядку расскажет Олеся Васева. Ленский речной порт. Отсюда на предприятие «Алроса» отправляются караваны грузовиков с грузами для предприятий компании. Здесь же начинает свой визит и глава алмазодобытчиков Сергей Иванов. Речпорт для компании – объект стратегический. От его четкой работы зависит, придет ли груз на площадке вовремя. Отсюда и вопросы портовикам. Когда уровень в реке начнет падать и завоз пойдет на спад? Ответы обнадеживают. Топливо завезено 60% от плана. По графику идет технический и негабаритный груз. Например, эти свеженькие белазы. Карьерные самосвалы завезли на днях. Теперь они отправятся в Айхальский и Удачнинский комбинаты. Речной порт делегации «Алроса» осмотрела из земли и с воды. Причальную стенку и Ленскую нефтебазу Сергей Иванов оценил с теплохода по пути в детскую базу «Алмаз». В оздоровительном лагере сегодня отдыхает 215 ребятишек из Айхала, Удачного, Мирного и Ленска. В большинстве это дети работников алмазной компании. Требования к готовности объекта самые высокие. Вижу, что тоже все готово к первой смене, все работы налажены. Нужно тоже убедиться, что все в порядке, потому что дети – это наше будущее. И также, наверное, заеду в наш Орленок в Мирном, тоже посмотрю. Главная тема поездки – реорганизация ключевого предприятия на Ленской площадке «Алмаздортранса». Подразделение сегодня находится в процессе оптимизации. Создаются новые службы и предприятия. Новая транспортная структура начнет работать с 1 июля. Времени немного. И «Алроса» держит все процессы под самым пристальным контролем. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Исполнилось 50 лет со дня создания системы государственного управления водными ресурсами Якутии. О становлении, развитии и достижениях управления в сюжете Дмитрия Тымырова. 25 июня 1968 года началась история государственного управления водными ресурсами в Якутии. В этот день в столице республики был создан якутский филиал гидрохимической лаборатории Амурской бассейновой инспекции. В 1968 году мы были инспекцией, якутским филиалом Амурской бассейновой инспекции.
Потом 4 года мы работали в составе Байкальской инспекции. А вот в 1974 году уже мы взяли основы и на основании постановления Совета министров СССР тогда уже стали Ленинским бассейновым территориальным управлением по использованию охраны вод. Отмечая эту юбилейную дату, участники торжественного заседания встретились не только с ветеранами водной службы, но и с друзьями и коллегами из соседних регионов. Сотрудничество наше уже идет очень давно, ему практически 50 лет. Мы постоянно общаемся, помогаем друг другу. Между нашими коллективами сложились теплые дружеские отношения сотрудничества и партнерства, которые, я думаю, будут продолжены в последующие годы. Свыше 700 тысяч рек Якутии охраняется Федеральным агентством водных ресурсов Ленского бассейна водного управления и Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. За эти годы ими сделано немало. Построены и введены в эксплуатацию объекты берегоукрепления и инженерной защиты от затопления в районах республики. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске состоится международная школьная научная конференция. Это международные конкурсы научно-исследовательских работ учащихся из России и других стран мира. Конференция пройдет в форме стендовой сессии и устных докладов. В каждой команде по 7 школьников. Результат будут учитываться при подсчете баллов на получение Большого кубка международных интеллектуальных игр. Конференция школьников будет проводиться по 8 секциям и будет проводиться по, скажем так, 3 сессиям. Конференции на сегодняшний день подали заявки на участие 87 участников, из них 24 участника из зарубежных стран, 3 участника из регионов Российской Федерации и остальные участники, это 57 участников, из нашей республики. Состоялась и пресс-конференция юных корреспондентов мультимедийной школы МИИ-2018. Подготовка ребят началась еще в минувшем году. Под руководством коллег из Малой академии наук организовали 5 отборочных туров, прошедшие все задания на отлично, прошли обучение в Москве и Петербурге. Работа мультимедийной школы включает в себя лекционные и практические занятия. 15 июля освещать наши международные игры, чтобы наши дети, журналисты, могли доходчиво своим ровесникам, может быть, в Азии, на международном уровне, через социальные сети, через телевидение, через ежедневный вестник передать то, что, как проходят наши интеллектуальные игры в нашей республике. Методическое лидерство 21 века. На эту тему в Якутске провели тренинг для педагогов и управленцев в сфере образования. Сегодня стартовали сразу 2 образовательных проекта. Проводят Московская школа управления Сколково и Майк Тируман. Это президент профсоюза учителей из Сингапура. Рассказывает Кристина Якупова. В одной из самых высокоразвитых южноазиатских стран, в Сингапуре, профессия педагога – одна из самых престижных и высокооплачиваемых. Известный тренер по развитию образования Майк Тируман поделился секретами с якутскими коллегами. Система образования в Сингапуре именно системна. Все начинается с правильного отбора учителей. Только топовые 30% выпускников школ данного года могут поступить на педагогический факультет. Единственный институт, который тоже является частью Министерства образования. Все фокусируется на том, чтобы в каждой классной комнате был отличный учитель. Начинается вот именно с рекрутинга, как они отбирают учителей, как они потом их обучают для того, чтобы они могли работать с учениками, как они потом постоянно повышают квалификацию для того, чтобы не перегорал учитель и мог отдать себя полностью ученикам. Не только учитель должен постоянно расти и повышать квалификацию. Это касается и тех, кто руководит образовательным процессом. Методики и приемы раскрытия педагогического потенциала, создание эффективной образовательной среды и многие другие вопросы рассмотрены в ходе тренинга. Мы сейчас считаем очень важным, что именно директора школ, именно управленческий состав школ должен быть высококвалифицированным, должен владеть современными технологиями, должен быть в курсе происходящих всех современных тенденций. Так? И вот сейчас мы хотим уделить большое внимание именно лидерским качествам наших управленцев, которые могут вести наше образование на самый высокий уровень.
Еще один образовательный проект для управления среднего профессионального образования проходит в эти дни в Якутске. Курсы проводит Московская школа управления Сколково. Обучает не только преподавательский состав, но и потенциальных работодателей. Цель данного мероприятия – это проведение форсайт-сессии, направленной на прогнозирование будущего компетенций для одной из приоритетных отраслей – это горнодобывающая промышленность. Завтра будет вторая форсайт-сессия для транспортной отрасли. Обе эти отрасли были определены как приоритетные Министерством образования Республики Саха-Якутия. Впрочем, приоритетным является повышение квалификации педагогов в целом. Данные образовательные курсы продлятся 3 дня. Кристина Якупова, Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. В Ленске проходит ежегодная спартакиада молодежи. В этом году она уже 3-я по счету. Мероприятие состоит из 9 различных этапов. Это стритбол, велогонка, пляжный волейбол и другие виды. Завершающим станет республиканский туристический слет Мурбай, где в июле командам предстоят сложные испытания в условиях дикой природы. На днях прошел этап гонок сильнейших, которая и послужила подготовкой к республиканскому турслету. В основном здесь проверялся дух команды, чтобы команды помогали друг другу, не бросали своих и финишировали всей командой. То есть именно финиш у нас был по крайнему человеку из команды. В Нерюнгри торжественно проводили в армию призывников. Будущим защитникам Родины напутствовали руководство военкома, священнослужители и, конечно же, родители. Репортаж Ивана Николаева. Свист пуль, скрип сапог и строгая дисциплина. Вот что ждет будущих защитников Родины из города Нерюнгри. Этот выбор они сделали осознанно. Почти все призывники – добровольцы. Закончив учебное заведение, не дожидаясь повестки, явились в военный комиссариат и написали заявление на принятие на военную службу. Настрой всех бодрый, армейская служба и пребывание вдали от дома никого не пугают. Ребята закончили обучение, получили дипломы и целенаправленно идут на прохождение срочной службы, чтобы потом получить военный билет, прийти домой и сказать отцу, матери: все, служил. Перед отъездом в часть инструктаж под руководством военного комиссара и обязательный медицинский осмотр. Медицинское сопровождение будет с призывниками на всех этапах до окончательного вступления в военную среду. После инструктажа последнее построение на родной земле у дверей военкомата. Напутственную речь уже почти защитникам Родины пришли сказать народный депутат Александр Кашуков и представитель православного духовенства иеромонах Аркадий. Спасибо. Самая эмоциональная часть – прощание с родными и близкими и рассадка по автобусам. Робкий поцелуй в щеку, объятия, слезы родителей и близких. Многие не сдерживаются и дают волю эмоциям. Пускай служат хорошо. Главное, чтобы не было войны. Да, слава Богу, что нет нигде войны. Отслужат пацаны, вернутся. Нормально они. Все почти задипломированные, поехали уже служить. Нет войны, нет дедовщины, вообще классно. Несмотря на столь скорое расставание, родители смогут держать связь со своими сыновьями. Каждый призывник будет оснащен специальными сим-картами с удобными для звонков тарифами от Министерства обороны. Также на каждого военнообязанного в скором будущем будет заведена специальная платежная карта «Мир», на которую родители смогут перечислять своим взрослым детям денежные средства. Пожелаем будущим защитникам легкой, неопасной службы и скорейшего возвращения домой. Иван Николаев, Лилия Ягудина, Нерюнгри. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Айсен Николаев посетил Верхневилюйский район. Развитие вокруг праздника. В Алдане готовится к Исеху Аланхо. Игры Дыгына завершились. Хангаласец Егор Филиппов стал 3-кратным победителем знаменитых игр многоборья. Это Якутия-24, прямой эфир. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня».
Верхневилюйский район празднует ИСЭХ, посвященный 120-летию со дня рождения видного якутского политического деятеля республики Исидора Барахова. Сегодня в район прибыл руководитель региона. Первым делом Айсен Николаев посетил дом Арчи для благословения. Далее он принял участие в торжественных мероприятиях, поздравил всех жителей Верхневилюйского района с национальным праздником. Во второй половине дня Николаев посетил строящийся объект пансионата имени Алексеева, а потом уже в самом здании лицея руководитель республики возложил цветы к памятнику Михаила Алексеева. Кроме праздничных мероприятий, в планах Николаева был осмотр социальных объектов, совещание по социально-экономическому развитию двух районов и посещение промышленных объектов Улуса. Также руководитель региона подарил цветы своей первой учительнице Валентине Платоновой. На своей странице в соцсетях Айсен Николаев поделился ее историей. Уроженка Тамбовской области, она, как и многие, когда-то приехала работать в Якутию по распределению и обрела здесь свою вторую родину. Педагог и сейчас живет в Верхневилюйске. Валентина Николаевна прививала ученикам Верхневилюйской школы любовь к классической русской литературе и поэзии с молодых ногтей, невзирая на возраст. Сама очень любила и делилась этой любовью и с учениками. С такой улыбкой меня встретил, с хорошей. И так по-доброму смотрел. И я еще не начала говорить, он подошел, меня поцеловал. Я очень довольна была, что он очень по-доброму на меня смотрел. Мне так хорошо было. Я говорю, как хорошо, когда... Ну, я же начальный класс учила только, и чтобы о тебе такая помощь, такая память была, и все. Была очень довольна. Далее Айсен Николаев вручил золотые и серебряные медали выпускникам Верхневилюйского Улуса. Затем руководитель региона наблюдал за финалом соревнований по борьбе хапсагай. Волнующий момент. Мы 11 лет хорошо проучились и получили награду за это. В нашем классе есть 6 золотых медалистов и 1 серебряный. В Алдане готовятся к ИСЭХу Аланхо, причем строят и улучшают не только на территории места празднования, а преображается и сам город. Это отмечают жители. Речь идет о благоустройстве улиц и скверов. Сюжет Татьяны Вахниной. Близ городского сквера отдыха кипят работы. Заброшенной стройки здесь скоро не будет. На ее месте появится дом Аланхо. Полным ходом идет ремонт дорог. Ведется асфальтирование проезжей части и очистка сточных канав. В центре города оборудованы парковки. Благоустройство движется интенсивными темпами. Алдан преображается. Очень заметно. Чище намного стало. Клумбов больше появилось. Ну что еще? Ну вот увидели, что сносят наконец-то старые дома. Наступившим летом десятки клумб окаймили тротуары. Выложенные из дикого камня цветники появились на пустырях близ обочин. Изменился городской сквер отдыха. Одна из его частей теперь является территорией влюбленных. Молодожены, согласно недавно родившемуся поверью, должны непременно посидеть на скамейке любви. Настроение, соответственно, тоже меняется в положительную сторону. То есть ждем еще каких-то построек в Алдане, преображений. Ждем, когда наш парк начнет строиться на штопоре, на памятнике рядом с храмом. Там все-таки мы надеемся увидеть что-то новое. Изменилась территория, прилегающая к театру юного зрителя. В эту местность гармонично вписались серп и молот. Памятник дружбы двух районов – Алданского и Мегино-Кангаласского. В ближайшее время вокруг серпа и молота появятся цветочные клумбы. Ранее памятник располагался на пересечении улиц Ленина и Мегино-Кангаласской. В тени деревьев он был практически незаметен. Хорошо, очень прекрасно выглядит город. Я вообще приезжий, но город прекрасно выглядит. Из года в год Алдан становится все более красивым. Жители отмечают, что наступившим летом город особенно преобразился. Дополнительным и весьма мощным стимулом явилась подготовка к празднику ИСЭХ. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Огороднические товарищества Мирного сегодня находятся не в лучшем состоянии. Во многих из них годами не решают разные проблемы. Об этом сообщают наши коллеги из телерадиокомпании «Алмазный край». Где-то соседи не могут поделить землю, где-то разбиты дороги и накоплены долги за электричество и воду. Однако есть и обратные примеры, где ситуация намного лучше. Как выстроить нормальную работу огородничества? Репортаж Романа Муконина. Наталья Олейник – дачница со стажем. Ведет хозяйство не только у себя на участке, но и на обширной территории огородничества «Подорожник», которая располагается за ТЗБ. Уже много лет она его председатель. В ее видении 100 собственников дач, и всех она держит под контролем. Именно в этом залог успеха. Все вновь входящие в огородничество проходят обязательный инструктаж. Раз дачник приобрел дачный участок, соответственно, он должен находиться в огородничестве. Ознакомливаем его обязательно с уставом. Обязательно, это обязательное требование, где они должны еще и подписать, у меня специально в заявлении написано, что содержаться участок должен в чистоте и порядке. Благодаря ее стараниям, за несколько лет территория огородничества превратилась в оазис благополучия и порядка на фоне бушующих страстей в соседних товариществах. Здесь нет проблем со светом, водой и во взаимоотношениях с людьми. Мы в свое время, когда покупали здесь участок, то есть именно нас мотивировало именно этот коллектив, потому что, во-первых, здесь есть вода, во-вторых, очень дружные все, помогают друг другу. В-третьих, у нас очень замечательный председатель, который очень быстро и оперативно решает все вопросы. Все четко, по закону, задокументировано. То есть любой вопрос, все решается у нас. Единственная проблема огородничества «Подорожник» в том, что его территория сегодня – это проезжий двор для сторонних машин и большегрузов. Они не только разрушают дороги, но и сваливают мусор. Дачники решили отгородиться от всех и поставили ворота на всех въездах и выездах. Но это возмутило тех, кто пользовался этими проездами. По требованию соседних огородничеств и решению прокуратуры ворота пришлось снять. Но только потому, что у подорожника нет юридически очерченных границ общества. На это требуется 500 000 рублей. И только после межевания своей территории дачники смогут ее перекрыть и облагородить. Мы бы хотели, конечно, отсыпать в первую очередь дороги. Потом у нас мечта, прям вот знаете, аж кричим, мы хотим детскую площадку. Очень хотим детскую площадку, потому что у нас в каждом дворе есть дети, внуки, правнуки. И детишек очень много. На улицу не могут выпускать своих детей, потому что очень большой поток машин. Помимо, допустим, детской площадки, мы бы там какую-то волейбольную, может быть, площадочку рядышком бы сделали, чтобы взрослые могли, соответственно, или футбол погонять, или волейбол поиграть. Помочь в этом обещали городские власти. По словам чиновников, на межевание территории огородничества уже заложены деньги. И этого события дачники ждут с большим нетерпением. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». В Якутске состоялся ИСЭХ Туймады-2018. Украшением праздника традиционно стали конные скачки на призы главы республики. Победителем стал жеребец «Фарлан» из Амгинского улуса. Триумф стал особенным, учитывая, что это первый титул для амгинцев за последние 15 лет. Главный приз – 1 миллион рублей. Если подробнее о финале, то по итогам рейтинговых скачек в финальную часть пробились 10 скакунов. До финиша шла упорная борьба по всей дистанции, сменяя друг друга. В лидирующих позициях шли Блэкджет, Мейн Коник, Скайфайтер. Фарлан на финишной прямой вырвал победу у потенциального фаворита забега Блэкджета. Исход финала в итоге решили всего 0,4 секунды. До скачек на арене Юсхатын в столице накануне завершились знаменитые соревнования по национальному многоборью «Игры Дыгына». В третий раз подряд победу одержал спортсмен из Хангаласского улуса Егор Филиппов. Герои и яркие моменты турниров в репортаже Саргаланы Федоровой.
Открытием нынешних игр по праву можно назвать Айсена Батуева из Верхневилюйского улуса. 18-летний спортсмен в первый же день состязаний, завоевав 10 очков, шел наравне с лидером Егором Филипповым. Но по итогам 2 дней занял почетное 3-е место, вырвав бронзу у еще одного фаворита игр Артема Варданяна. Я на отборочные соревнования игр Дыгына пришел только проверить себя. В итоге получилось, что мне досталась путевка в финал. На этих соревнованиях я постарался выложиться на все 100. Дальше буду еще упорно заниматься, чтобы получить путевку и на следующий год. Теперь уже 3-кратный чемпион игр Дыгына Егор Филиппов и в этот раз показал свое мастерство. Легко опередил соперников в прыжках Üstogülüs. По итогам 7 дисциплин снова сумел завоевать пальму первенства. Тренером спортсмена выступает 7-кратный чемпион игр Дыгына, многоборец Иван Белолюбский. Очень серьезные схватки, очень хорошие соперники. Все честно, все здорово. Ну и Бог любит троицу. Я сейчас это не могу точно сказать, но я сам хочу посвятить себя какому-нибудь хорошему делу. 7 национальных видов спорта, традиционных и зрелищных. Спортсмены показали свою силу в масс-рестлинге, хапсагае, стрельбе из лука, беге на 400 метров, национальных прыжках, якутской вертушке и переноске камня. Второе место занял Николай Матананов из Татинского улуса. А в 6-ку сильнейших попали также Артем Варданян, Айсен Семенов и Иннокентий Колесов. Саргалана Федорова, Нургуяна Егорова, Джолустан Иннокентьев и Илья Сареметников. Якутск. А компания «Алроса» по случаю чемпионата мира по футболу запустила в продажу футбольную коллекцию. Она состоит из 32 круглых бриллиантов массой 0,3 карата, названных в честь стран-участниц чемпионата мира. Все бриллианты имеют высокие категории цвета и чистоты. По желанию камень можно персонализировать графикой, приуроченной к турниру, или дать ему собственное имя. К каждому из них будет выпущен официальный сертификат «Алроса», подтверждающий характеристики бриллианта и выполненные в специальном дизайне. 26 июня в 3 часа ночи по якутскому времени состоится матч Португалия-Иран. К этому событию приурочила свой масштабный проект художница из Саранска. Изображение португальского футболиста Криштиану Роналду украсило стену здания в городе. Юлия Антипова, так зовут художницу, рассказала, что создание картины стало для нее уникальной возможностью. Портрет футболиста размером 3 на 4 метра действительно привлекает внимание прохожих. Люди останавливаются, фотографируются с изображением Роналду. А Антипова надеется, что ее творение увидит сам футболист. Ну, это просто потрясающий опыт. Это очень интересная личность, потрясающий футболист, великолепный, привлекательный мужчина. И это большое событие для нашего города, поэтому я просто не могла отказаться от такой возможности. И очень радостно видеть положительные эмоции от туристов, проходящих и наблюдающих процесс создания. Но я буду безумно рада и счастлива, если он приедет, и у него будет возможность, например, проехать здесь и увидеть свой портрет. И будет очень здорово, если он его оценит. Я буду очень счастлива. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал «Якутия-24» и будьте в курсе.